Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я вітаю усіх, хто дивиться і хто продовжує цей інформаційний день разом із нами. У студії продовж найближчої години для вас працюватиме Аріна Блохіна. Доброго дня і давайте починати, оскільки я вже рада вітати у моїй студії Давіда Сакварлідзе, члена політичної партії «Рух нових сил». Пане Давід, доброго дня вам. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про багато тем. Будемо говорити і про мітинги під Верховною Радою, і про актуальні події. Зокрема, хочу запитати спершу у вас про затримання 3 грузинських громадян, про що писав Цвія Аріелі. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, як це відбулося, на яких підставах їх затримали? Затримали или депортировали? Вже депортували. Вы о чем говорите? От Давід Макішвілі, Да, так? это те люди, да, розкажіть, которые... будь ласка, про них. Ну, в первую очередь, должен сказать того, что, наверное, то, что, в чем мы участвуем, наша мирная акция, мирная демонстрация под Верховной Радой проявила себя и доказала, что она правильная, что это самая светлая сторона, наверное, во всем правительственном квартале. И сегодняшняя каша, какая-то юридический, политический какой-то бред и каша, которую мы услышали из уст генерального прокурора, подтверждает то, что сегодня власть агонии, они даже не знают, как это подать, что делать, и решили преподнести как попытка вооруженного переворота, которую Михаил Саакашвили 3 года назад, задумав, приехал, значит, в Украину. Что прозвучало в этом выступлении? Оказывается, Михаил Саакашвили приехал 3 года назад, договорился с Петром Алексеевичем, его назначили где-то в Одесскую область, потом собрал грузинскую команду, которая с какими-то переделанными, непонятно было, стволами, до конца просто не смог догнать логику генерального прокурора, но пересказывал, как он об этом говорил. Взял их на работу и готовился к перевороту в Украине. Вместо того, что за особо тяжкое преступление, за государственный переворот, который предусматривает тяжелое наказание в любом законодательстве любой страны мира, генеральный прокурор решил депортировать этих людей, то есть применить к ним административную меру ответственности, даже не допросив, не спросив, не хотели ли они переворота, не хотели, как они вообще туда оказались и так далее. Оказывается, ни Петр Алексеевич, который там сидел и аплодировал, ни Юрий Луценко не знают вообще, что происходило, кем были эти люди, кто их вообще приглашал в Украину и чем они тут занимались. Кстати, сама картинка была ужасная, она ни в коем образом не была похожа на современную Украину. Я сегодня просто утром открываю интернет и вижу возрожденное заседание ЦК КПСС, только в таком округленном виде. Собрались клептократы, президент, премьер-министр возглавили, значит, это собрание. Все аплодируют друг другу, все счастливы. Вот хабитусы, визуал этих людей был реально ужасный. Вот эти чиновники, обожравшиеся чиновники сидят, и на этом фоне выступает современный генеральный прокурор Украины, который должен, по сути, пересадить 70% этих людей. И ему аплодируют, когда он несет какую-то пургу реальную, которая абсолютно не имеет, где отсутствует юридическая логика и политическая логика. Просто непонятно, к чему они ведут. Поэтому я думаю, что за то, что мы стоим, это правильно, мы должны это продолжать делать, потому что реакция власти неадекватная, реакция власти отражает страх и трусость перед этими событиями. Они не могут ничего сказать народу, кроме того, что Саакашвили плохой, он собирался провернуть в стране переворот, его надо депортировать, срочно отправить, значит, к российскому олигарху Иванишвили в Грузию и этим закрыть тему. Оказывается, в Украине много проблем, но требования оказываются необоснованные. Оказывается, Юрий Луценко, который генеральный прокурор, который в первую очередь должен быть заинтересован в результатах и обвинительных приговоров против коррупционеров, оказывается, ему непонятно, почему надо создавать антикоррупционный суд в Украине. Просто непонятно человеку, у которого нет ни одного обвинительного приговора, ни по одному уголовному делу, коррупционному делу, связанному с высоким уровнем коррупции. Скажіть мені, будь ласка, ви вже заговорили про виступ генпрокурора і глави держави. Так от, президент Петро Порошенко сказав, що якраз люди, які перебувають на акції протесту під Верховною Радою, намагаються розхитати ситуацію. Це 30-40 людей, яку називають всеукраїнською акцією «Народ не дасть розхитати». Чи дійсно зараз йде мова про розхитування ситуації? Петр Алексеевич раскачивает любую ситуацию, которую раскачивает клептократов, потоки, которые он возглавляет, к сожалению, и ту пирамиду, на которой он сидит и ее возглавляет. Конечно, ему не нравится, когда здоровая часть общества приходит и раскачивает коррупционную вертикаль. Конечно, ему непонятно, почему он сам и клептократы должны создать антикоррупционный суд, то есть гильотину, для самих же себя, чтобы все быстро закончилось. Да? Поэтому для них, да, это раскачивание ситуации, это реальный страх. И эти люди готовы на все. Тобто людей під Радою бояться?
Людей боятся, конечно, они несколько раз сказали, что там была многотысячная акция, и реальный средний класс идеалистов, которые там собираются, они не посмели назвать провокаторами или людьми, которые готовятся к переделанным оружием государственному перевороту. Оттуда выбрали 150 или 100 человек, которых возглавляет, оказывается, Саакашвили, которые собирались 3 года совершить переворот. Но взамін получили депортацію з України. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, скільки людей вийшло на мітинги 17 жовтня, Да. і скільки залишається зараз? Вы знаете, я не буду сейчас как овец пересчитывать людей, потому что это неуважительно к ним. Я сам стоял, вот вы можете посмотреть мои Facebook-стримы, я снимал каждого входящего участника и митингующего в воскресенье, например. И все эти стримы у меня на страничке, там приходили разные люди. Это реальный средний класс. Приходили доктора, приходили няни, приходили инженеры, приходили безработные, приходили люди, которые пострадали от коррупции. Мы призываем всех людей, которые за это время пострадали от беспредела и от коррупции, собираться. Это территория протеста. Это территория авангард протеста и изменений, за которые стоят люди. Это движение должно принять массовый характер для того, чтобы мы реально довели начатое до конца. Почему массовый характер? Потому что они нам говорят, не раскачивайте ситуацию, ждите, пока Петр Алексеевич и Юрий Витальевич Луценко, и Гройсман, и все остальные досидят свою каденцию 2 года, потом будут за наворованные деньги, например, вместе с олигархами, за свои телеканалы, за свои сетки, за свои наворованные деньги, купят они эти выборы. Мы все проиграем. И потом будем 5 лет сидеть, ждать и жалеть, почему же мы не объединились, не вышли с требованием создать антикоррупционный суд, принять закон про импичмент президента, перекрыть потоки, снять неприкосновенность депутатов, наконец-то, чтобы меньше туда попадало, и поменять правила, по которым реально идеологические люди смогут попасть в парламент. Да? Оказывается, эти требования ни для кого непонятны, и они невозможные. Их нельзя, оказывается, реализовать и выполнить. Скажіть, будь ласка, фактично так дійсно вийшли люди 17 жовтня на акцію протесту із 3 вимогами: зняття депутатської недоторканності, антикорупційний суд і виборче законодавство, але ми вже зараз бачимо... Не сказал бы, что только это, потому что я думаю, что общий сигнал людей и общее недовольство людей, да, мета – это перезагрузка влады, перезагрузка клептократов, перезагрузка людей, которые попадают туда не из-за того, чтобы стать частью истории, учебника истории, но попасть в журнал Forbes, например, да, в журнал для миллиардеров, миллионеров и так далее. Мы не хотим, что Розенблаты, Киваловы, там, Гончаренки, Поляковы и другие, значит, ужасные хабарщики и реальные враги сегодня нашего общества и страны, потому что они изнутри рушат фактически боеспособность и обороноспособность, в том числе и жизнь украинцев, и воруют у них последнюю надежду, так же, как они украли победу Майдана. Чтобы эти люди не сидели в Верховной Раде, эти люди должны уйти на свалку истории, на политическую свалку истории. За это выходят люди, потому что им надоело. Они стояли 2 Майдана. Сейчас выходят на 3-ю акцию протеста. И они говорят, что у меня не опускаются руки, или опускались, но вот я не хочу, чтобы мои дети жили за границей, потому что большая часть семьи уже выехала. Молодежь говорит, что 70% молодежи хотят уехать из Украины. Вы знаете такую статистику? Это ужас просто. Відверто. Кінцева мета – це імпічмент, це похилення влади? Вы знаете, надо спросить людей, потому что когда элементарные Ви ж там були, ви ж там спілкуєтеся з людьми. Моя мета вам интересна или людей, потому что это же не моя акция. Да? Я же не являюсь единственным, который участвует в этой акции. Там несколько тысяч человек каждый день заходит, уходит и так далее. Тобто, мета... Очень просто все. Если мета заключается в изменениях. Сил і мета людей, вона відрізняється? Чи все ж таки ви вибрали людей в тому числі? Разные меты, но мы объединены в одном, что люди должны зажить нормально. Для этого, если упорно правительство, и парламент, и государство, и президент сопротивляются прогрессу, тогда да, их нужно поменять, они должны уйти в отставку, должны произойти досрочные выборы, чтобы люди, нормальные люди пришли во власть. И чтобы поменялись, и чтобы понимали, как они приходят во власть. Через новый закон про выборы, который меняет правила игры и не дает возможности олигархам туда зайти. У нас много идей. Например, у нас идея вообще принять закон про олігархів, спеціальний закон про олігархів. Да? Але це все на майбутнє. Давайте ми повернемося так до цієї акції протесту. Зараз скажіть, будь ласка, які конкретні реальні кроки, не в теорії, а на практиці ви бачите? Тому що поняття імпічменту у нашому виборчому законодавстві наразі не існує. Так люди поэтому и собираются, чтобы оно иснувало. Як надалі Петр будуть Алексеевич розвиватися події? перекрыл все возможности его
досрочного фактически увольнения. Да? Он сказал, что я не буду тупо принимать закон про импичмент, потому что я решил, что я должен править вечно. Так же, как и это думал об этом и Кучма, так же, как и думал об этом и Янукович, и другие все президенты, у которых просто сносит крышу, как только они заходят в этот кабинет, на самом деле. Поэтому акция не будет бессрочной. Акция дойдет до какого-то критического пункта, когда уже... Який буде цей критичний пункт? Це буде штурм? Надо людей спросить. Вы знаете, когда люди соберутся, Вы так само- несколько десяток тысяч людей соберутся и спросят Ладу, вы будете создавать антикоррупционные суды, чтобы воры, чтобы клептократы сидели и были наказаны? Нет, мы не будем создавать, потому что мы это не понимаем. Вот тогда надо спросить людей, как они будут действовать. Давід, давайте Да. конкретно, дивіться, процедури імпічменту немає. Да. Що Є будете законопроект. робити далі? Так, є законопроект, але для того, щоб проголосували за виборче законодавство, ми прекрасно розуміємо, що на це мають бути голоси у Верховній Раді. Да. За це навряд проголосують. Да. Яким чином ви, як Тогда народ представники их Руху поменяет. нових сил, Тогда як народ, люди, народ их будут поменяет. тиснути? Поменяют просто народ. Як? Просто не дадут им возможности и скажут, что просто мы вас не запустим в Верховную Раду. Как обычно происходило в разных государствах. ви и в вважаєте, том що числе це в Украине. шлях до подолання цієї проблеми? Я про уважаю, яку ви что говорите? я лично не хочу и видеть в Украине потерю еще 8 лет. Потому что я хочу, чтобы Украина за 8 лет стала самой большой и успешно растущей экономикой в Европе. Вот это я хочу на самом деле. Да? Те люди, которые не хотят бежать или уезжать из Украины, работать с зарабичанами Польши, в Турции, в Чехии и так далее, приходите, давайте вместе не терять время и дожимайте, добиваться того, чтобы в стране был реальный прогресс. Потому что мы не хуже турков, мы не хуже румынов, мы не хуже поляков, которые в свое время десятилетиями и столетиями назад преодолели эти элементарные преграды. Потому что то, что сейчас происходит, это очень простой договорняк нескольких кланов. Несколько олигархов и кланов договорились и сказали, что мы не хотим, нам наплевать мы хотели на людей, мы решили, что у нас есть какая-то фиктивная коалиция, которая не существует, у нас есть президент, которого невозможно уволить, используя импичмент, у нас есть выстроенное законодательство и свой генеральный прокурор, который никогда не зарегистрирует уголовное дело против президента. НАБУ это делать не сможет, потому что специально забыли НАБУ, что президента они могут тронуть. И бесконечно будем продолжать и воровать людей, пока не пройдет 8 лет. Нас это не устраивает. Добро. Кого не устраивает, приходите к нам каждый день вечером и в воскресенье. Добре, не пускаємо народних депутатів у парламент, а пускаємо Михайла Саакашвілі, який заходить. Я Послухайте, будь формально ласка. говорю, я не знаю, До не прикладу. впустит народ, я закончу. Не пустит их народ, не выпустит их народ. Это надо спросить многотысячную толпу и людей, которые там соберутся. Давид, будь ласка, питання Да. суто, давайте, політичного характеру. Заходить Михайл Да. Саакашвілі до Верховної Ради, як свого часу у Грузії. З ким він буде формувати коаліцію? Тому що ми знаємо, що з 17 жовтня фактично частина тих політичних представників політикуму і політичних сил, вони сказали, Заходит ні, каким ми... образом? Конкретизируйте, пожалуйста. Яким чином Вот зайде? мы добиваемся для того, чтобы были правила, не для того, чтобы Саакашвили только зашел или его партия зашла в парламент, для того, чтобы других нормальных людей, политических сил были понятные правила и социальный лифт, чтобы они заходили в Верховную Раду. Об Хто этом ці идет нормальні разговор. люди? З ким він готовий працювати? З ким готовий працювати Рух нових сил? Много людей, которые стоят на площади Конституции, которые в регионах, громадах, которым просто нет возможности пробиваться, потому что надо договариваться или с олигархами, надо договариваться или с местными князьками, чтобы они получали деньги для компаний, получали деньги в конвертах для того, чтобы это все работало. Багато людей це не конкретика. Ми або говоримо про те, що Саакашвілі готовий співпрацювати з кимось Вам із фамилии політичних назвать? груп. Я назову Давайте, фамилии. так, давайте. Например, Оля Голобала, Леонид Марцинковский, Семен Кривонос, Иван Слободянник, Иван Лозовой, Дмитрий Наталуха. Кого еще я вам могу назвать? Очень много достойных людей, которые сегодня борются каждый день и доказали своей жизнью, что они готовы менять Украину. Вот таких людей надо завести в парламент, я образно говорю. Потому что у нас нет своих людей, у нас нет своего какого-то клана. Але це ваші соратники. Да, Зараз. Так, но а мы заинтересованы также найти других людей, дать им возможность пробиться также и другим остальным. Мустафа Наєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, ті, хто виходив з вами 17 жовтня. Они наши партнеры, но мы ни в одной политической силе, ни в одной партии. Кто с нами будет стоять, пожалуйста, мы с удовольствием стояли и будем с ними стоять. У разных людей разное видение и тактика. Да? Кто-то считает, что надо заходить в парламент и оттуда бороться изнутри, чтобы были изменения. Виктор Чумак Васильевич считает, что надо пойти сейчас в регионы, собирать людей и опять же собираться потом на площади. Кто-то третий считает, что надо подождать 8 лет, что кто-то не готов к существенным изменениям, у
них нет партийной инфраструктуры для этого всего и так далее. Поэтому есть разные политические партии. Но мы все должны бороться коалиционно, но побеждать монолитно для того, чтобы был результат. Добре, якщо ми повернемося на початок акції протесту, ви вийшли під Верховну Раду усі разом. Рух нових сил, Лещенко, Мустафа Наєм, Демальянс і так далі. Реформа, Центр протидії корупції, Автомайдан і так далі. Зараз фактично тиждень пройшов, ви залишаєтеся самі, тому що всі інші, вони потроху вибрали свою якусь лінію. Потому что мы выбрали такую линию, потому что мы выбрали линию оставаться с людьми. Но это не означает, что если вы спросите Сашу Лимонова из РПР, например, поддерживает ли он те вымоги и борется ли за них до конца, я вряд ли или сомневаюсь, что он будет отрицать. Или если вы спросите, например, Гриценко Анатолия Степановича, если он не поддерживает этих людей и не борется политически за это все. Тактика разная, политические калибры разные, действия разные бывают политиков. Поэтому мы от друг друга и отличаемся. Мы не клонированные все, чтобы быть одинаковыми. Да? Зараз маємо можливість долучити до нашої розмови Віктора Уколова. Пане Вікторе, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Да, добрий день, чую вас. Добрий день. Зараз в моїй студії представник Руху нових сил Давид Сакварелідзе. Я попрошу також, якщо у вас будуть одне до одного питання, їх ставити і їх коментувати. Скажіть, будь ласка, ваша оцінка ось тих процесів, які наразі відбуваються під Верховною Радою України, чи дійсно ми можемо говорити про те, що Рух нових сил залишається сам, як буде розвиватися ситуація, тому що от пан Сакварелідзе говорить про те, що будуть до кінця добиватися того, щоб фактично добитися і процедури, точніше, процесу імпічменту, і для того, щоб і Міхаїл Саакашвілі так само зайшов у Раду і мав свій вплив на всі процеси політичні. Я такого не говорив, ви пересказуєте зараз. Добре. Щоб домоглися представники Руху нових сил, у тому числі Міхаїл Саакашвілі, своєї кінцевої мети. Ваша оцінка ось цих процесів, які наразі відбуваються? Ви знаєте, я не зовсім зрозумів, на яке саме питання відповідати, тому що ви так довго говорили, задали їх питань 5 або 6. Ваша оцінка процесів, що наразі відбуваються, зокрема акції протесту біля Верховної Ради України? Акції протесту, кожні громадяни України мають право на акції протесту. Конституція гарантує таке право. Мирного протесту. Правда, Конституція України гарантує це громадянам України і не гарантує іноземцям. Тому ті, хто є іноземцями, громадянами Грузії або інших держав, вони права на мирний протест, на мою думку, не мають. З іншого боку, ці акції протесту допомогли президенту добитися від Верховної Ради повторного розгляду питання зняття депутатської недоторканності. Тому не все так погано. Треба сказати, що від них була користь. Але зміна, наприклад, Конституції займає певний час. Необхідно дочекатися висновку Конституційного суду, а потім проголосувати в 300 голосів. Тим більше, антикорупційний суд не створюється за один день. Адже в цьому антикорупційному суді можуть бути клієнтами ті самі народні депутати, які будуть за нього голосувати. Тому політично було би правильно створити робочу групу для написання законопроекту. Тоді є гарантія, що ті фракції, що увійдуть до робочої групи, потім проголосують за цей закон про антикорупційний суд. Я думаю, в цьому також співпадають інтереси і президента, і тих, хто протестує на площі. Щодо того, що висунулася нова вимога про імпічмент президента, то мені здається, що постійна зміна вимог, адже на початку акції була і вимога подати Рошен, якщо мені не зраджує пам'ять, а потім про цю вимогу забулися, вона не сприяє залученню нових протестуючих, тому що наразі сьогодні рахували, що там залишилося 65 чоловік. І це аж ніяк не виглядає як масовий протест. Я би радив згорнути цю акцію і повернутися до Верховної Ради, коли туди потрапить законопроект про зняття недоторканності, і буде потрібно 300 голосів. В такому разі, коли це... Давіде, зараз, секунду, пане Віктор, секундочку. Я також готовий пройти до цієї акції. Скільки зараз людей залишається біля парламенту? Приблизно. Задать. Вот вы включили сейчас Дмитрия, да, его зовут? Виктор. Виктор, да, извиняюсь. А кем он работает? Можно узнать? Народний депутат України, фракція «Блок Петра Порошенка». Порошенко, да. Так. По професії політтехнолог, Я так? не є народний депутат України, фракції «Блоку Петра Порошенка». Перепрошую. Перепрошую.
Я був депутатом 6-го скликання з 2007 Чем он по занимается? Можно 2012 спросить? Я рік. знаю, что он политтехнолог. просто. І був у фракції блоку Юлії Тимошенко. Зараз я не є депутатом, я є політологом, я є ФОП і надаю послуги політолога і також Отлично. як Так, перепрошую дуже. Оце Я, будь технічні ласка, моменти. пане Так. Сергій, Спасибо большое. А ви в якому статусі? Ви колишній заступник Генерального прокурора України. Пан Сапарелідзе до нас запрошений як представник руху нових сил. Пане Давіде, все ж таки, скільки людей зараз залишається під парламентом приблизно? хоча б? Давайте тогда я прокомментирую, пару комментариев сделаем, потому что я абсолютно без всяких претензий, я знаю, что уважаемый спикер работает уже давно с администрацией президента, политтехнологом, в том числе и пишет то, что он сам озвучил, что озвучивает часто президент. А президент решил всех обмануть и перехитрить. Тут такой финт. Мы должны просто разъяснить народу, что вот люди поддержали, оказывается, президента, который стремился снять неприкосновенность тех депутатов, которых он сам и защищает, например, да, так как Насирова защищал, так как защищает Розенблатов и других. Скажите, пожалуйста, когда вступает в силу закон, который предложил внести или внес президент, за которые вы столь, значит, упорно рассказываете людям, что это инициатива президента, и депутаты сами могут быть, значит, обвиняемыми из-за этого закона, который предлагает президент. Когда он вступает в силу? Але перед тим маю сказати, що президент не захищає Насірова і Розенблата. Більше того, вперше... Я там стоял, я отлично помню, извините, пожалуйста, как он защищал Насирова 2 дня и припрятали судей, которые не выполняли свои обязанности. Про Насирова Давайте- могу разговаривать бесконечно, Панове, потому что я там. Панове, я попрошу, будь ласка, дослуховувати один одного до кінця. Тому що я буду спростовувати те, що ви говорите, якщо ви Хорошо. говорите Когда неправду. вступает предложенный президентом закон в силу про снятие депутатской прикосновенности? Ответьте, пожалуйста, на Інакше вопрос. би його фракція Блока Петра Порошенка не проголосувала би за Бориса Розенблата за зняття недоторканності зі свого депутата. Тому ваше твердження є хибним. Тепер, коли вступає в силу цей законопроект? З 2020 року. Отлично. Отлично. Вот И это це я хотел є от вас услышать. Спасибо большое. підтвердженням того, що депутати можуть зібрати 300 голосів. Тому що президент раніше вносив це питання на розгляд Верховної Ради в 2015 році, за нього проголосували, але пізніше не було 300 Чтоб Розенблата и чтоб другие... Як заступник Генерального прокурора. Панове, коли ви говорите удивительно. одночасно, не чути вас обох. Удивительная логика. порядку, Смотрите, будь президент Я не говорит, чую, что... що я говорю одночасно, бо я не встиг. Президент нам рассказывает, что, оказывается, мы должны ждать еще 3 года для того, чтобы закон вступил в силу. И 3 года ни один из Розенблатов фактически не попадет под стражу, потому что антикоррупционного суда не будет, потому что там оказывается наисложнейшая процедура, намного сложнее, чем, например, назначить генерального прокурора и провести за 1 день и поменять под него закон, или проголосовать за специальный закон про Донбасс. И второе, сам уважаемый наш спикер утверждает, что парламент фактически переполнен преступниками и клептократами, которые могут стать жертвами этого всего закона. Извините, пожалуйста, зачем нам такой парламент, который боится создать антикоррупционный суд, который боится себя снять неприкосновенность? Я тоже был в политике и есть в политике, и никогда не боялся снять себе неприкосновенность, потому что единственное, чем должен дорожить депутат и политик, это его авторитет и репутация. Не бояться выходить к людям на улицу. И никакого иммунитета для этого ему не нужно. И это просто такой технический финт с президента, что вот народ меня поддерживает, что он вот пытается подскакивать на волну. НАБУ кого-то поддержала, он сам их защищает, по сути. Мартыненко там защищал, Насирова защищал, Охендовского защищает, Чауса вообще вывели из страны и так далее. И говорит, что я поддерживаю усилия и старания НАБУ навести в стране порядок, чтобы не оказалось, что у президента что-то выскочило из-под контроля, например. Да также он пытается подскочить на эту волну и сказать: они поддерживают мой закон, который вступает в силу в 2020 году. Не сегодня, не завтра, в 2020 году. 3 года, значит, надо ждать, пока те люди, которые также боятся, как вы сказали только что, создать антикоррупционный суд, чтобы они не попали туда, где им место, эти люди за него не проголосуют. И будут ждать еще 3 года, и надо терпеть этих людей. Скажіть, будь ласка, пане Давиде, Так. якби я зараз почав стверджувати якісь брехливі речі про Сакварелідзе, про Саакашвілі або про інших ваших соратників, ви би стали слухати це чи стали би мене перебивати? От зверніть увагу,
Ви зараз говорили про те, що президент нібито захищає Насірова, Розенблата, Чауса. Я а могу вам терпляче рассказать, как вас- это все происходило, если хотите. Знаєте чому? Напомнить вам? Тому що ви знаходитеся в Україні. Ми набагато спокійніші і можемо висловити для того, щоб ви мали право висловитися. Але не треба обманювати людей. Обман людей – это когда 2,5 дня и 2,5 ночи имитировали болезнь Насирова, прятали судей по заказу Петра Алексеевича Порошенко и пытались вызволить Насирова на свободу. Вот это обман и беспредел, извините, пожалуйста. Я не закінчив думку. Маєте терпіння, може в Грузії інакше, в Україні слухають одне одного. Так ось, у 2015 році президент вніс уже один раз закон про зняття недоторканності. Але після цього в парламенті не знайшлося 300 голосів. Тому зараз він запропонував з 2020 року, щоб депутати не боялися за це голосувати. Ще один момент. Навіть якщо би там не було 2020 рік, наприклад, законопроект Левченка, який так само перебуває в Конституційному суді і буде голосуватися в Верховній Раді в 300 голосів, там немає вимоги 2020 року. Але ці обидва законопроекти потраплять до нас перед самим початком парламентської виборчої кампанії. І перед початком парламентської виборчої кампанії, знаючи досвід наших парламентів, я думаю, що ми не знайдемо не те, що 300, а навіть, наприклад, 250 голосів за зняття недоторканності. Виктор, Пане можно Викторе, вам вопрос, пожалуйста? Я ще Можно вам вопрос задать? прошу. И по-грузински, и по-украински, вот по меркам. Вы отрицаете, что парламент находится под сильным влиянием олигархата? Ні. Не отрицаете. Я не Вы говорю. отрицаете, что в парламенте боятся и не проголосуют или завалят суд по созданию, извините, закон по созданию антикоррупционного суда? Я не встиг відповісти, пане Давид. Ми Так з вами зачем є, тогда нам такой парламент? Объясните мне, пожалуйста, зачем президент не меняет тогда тех людей, которые за это готовы проголосовать? Панове, Вот я не вижу логики я просто. хочу поставити зараз Давиде, буквально... Я не чую вас, вибачте. Пане Щось забривається. Соколідзе, так, будь ласка, Я ще так одне само, як питання. ви, хочу антикорупційного суду. Повторю, пожалуйста, тогда вопрос, с вашего позволения, с вашего дозволу. Що говорити? Зачем президенту такой парламент тогда? Будь ласка, по черзі не перебуває чути. під впливом олігархату. Більше того, буквально вчора Генеральна прокуратура відкрила ще одну кримінальну справу проти олігарха Ігоря Коломойського, з яким нібито, казали, зустрічався Михайло Саакашвілі. Хоча ви заперечили, сказали, що це не так. Ну, але оскільки ви вигадали, що нібито президент захищав Бориса Розенблата, то чому мені не сказати про Ігоря Коломойського? Про Игоря Коломойского, с ним наши отношения, вы отлично знаете, лучше меня. Мы были единственными людьми, которые заставили Коломойского заплатить 87 миллионов долларов в качестве налогов в бюджет Грузии в свое время. И про отношения и взаимные комплименты Саакашвили и Коломойского вы, наверное, знаете лучше, чем я. Если была такая встреча, то докажите. Ця зустріч була чи ні? Пане Перестаньте, Давиде? пожалуйста, врать. Перестаньте, пожалуйста, врать. Докажите, если была такая встреча. Скажіть, будь ласка, вам Еще відомо была про цю встреча с зустріч? Ахметовым, еще была встреча с Фирташем в Вене, как тогда Порошенко сделали президентом. Еще была встреча там с кем? С Пинчуком. Кого Пане еще вам Соколідзе, назвать? я ставлю питання зараз вам. Скажіть, будь ласка, така зустріч була чи ні? Что касается попытки продать этот наш протест и показать людям, как попытка переворота. Я напомню вам одно уголовное дело, на котором пиарится сегодня, значит, и генеральный прокурор, и президент абсолютно бессовестно. Вчера, кстати, был слив, случайно, наверное, кто-то не вовремя нажал кнопочку, и я удивился, почему президент вдруг решил поехать в Авдеевку. Наверное, наши службы безопасности пытались как-то провернуть какой-то дешевый КГБшный какой-то трюк и выставить постановку, значит, публичную плоскость, что оказывается на президента совершалось покушение. На официальной страничке СБУ вчера появилась новость, что на президента пытались потім це совершать... спростували. Будь ласка, ми не про це говоримо зараз. Не, это важно, это взаимосвязано. С кем мы имеем дело, мы должны понимать. Я хочу зрозуміти спершу. Дайте мені відповідь на питання, яке я вам поставила спершу, будь ласка. Первое дело. Ви заперечуєте цю зустріч? Нет, да, такой зустрічи не было, в первую очередь. Дякую. Это два. Второе. Они задержали, значит, говорили, что задержали, предотвратили попытку военного переворота, 2 автомата, 1 гранатомет и так далее. Эта скарга, кстати, находится в кабинете Юрия Луценко. Спросите его, пожалуйста, почему они поставили бойца с позывной «Меч»
когда они его задержали, который сегодня имеет статус свидетеля, который не задержан, который написал скаргу, что работники СБУ на него тыснули для того, чтобы он написал показания на меня, на наших нескольких активистов или друзей, для того, чтобы они написали, что я, оказывается, давал Козивку закупить 2 автомата и гранатомет, чтобы, не знаю, что там делать, убить людей, свергнуть власть и так далее. Почему вы так дешево работаете? Почему вы опускаетесь до такого уровня и до такой степени? Все люди, причем по этому делу, имеют сегодня статус свідка. Статус Я хочу свидетеля. попросити зараз Віктора Уколова це прокоментувати, і я маю ще багато важливих питань до вас. Пане Вікторе, те, що почули зараз від пана Давида Сакварелідзе. Шановний Давид, я не є СБУшником, але я зараз з вами в одному ефірі, тому я спробую вам відповісти на це Вы питання. советник президента и политтехнолог Право в тому, президента, що поэтому я к вам обращаюсь. Знову ви говорите неправду, бо я не є радником президента. Покажіть документ. Да, ну вы Давид, случайно вибачте, попали сегодня в эфир, дослухайте наверное. мене Давайте до ми не кінця. Може, будемо вам буде цікаво це почути. перекидати звинувачення, перекидатися звинувачення. Давайте, будь ласка, Це не по звинувачення, суті. це По факт. суті. Ну, Добре, по суті, будь ласка, панове. Давид, я теж скажу тільки факти. В травні місяці 2011 року, коли розганяли демонстрацію опозиції в центрі Тбілісі, пострадала величезна кількість людей. Какой і було оппозиции? кілька- Назовите, пожалуйста, фамилию Так оппозиционера. Нино Я Бурджанадзе имеете в перепрошую, Я виду? не закінчив говорити. Нино Бурджанадзе Так имеете в ось, виду? коли Назовите Україні- фамилию коли оппозиционера, не ваші спекулируйте. Я не дам вам закончить, пока вы не назовете фамилию того оппозиционера, которого разгоняли. Будь ласка, давайте. Постраждали Фамилию назовите оппозиционера, который подрывал государственность Грузии тогда. Бурджанадзе Нино, которая сегодня выступает за отделение Крыма, говорит, что Крым это Россия, оказывается, которая персона нон-грата в Украине, Панове, кстати. давайте Напоминаю про вам. Україну зараз, Про будь того ласка. политического лидера, именем которого вы спекулируете. Пане Бессовестно. Давіде, пане Вікторе, давайте повернемося до подій в Україні. Нино Бурджанадзе, Вже можна фамилия. говорити готово. Да. Так ось, демократична влада відрізняється від недемократичної тим, хто страждає. В Грузії постраждали мирні демонстранти, в Україні постраждали поліцейські і народні депутати. Эти ваши мирные думаю, демонстранты в что 2011 году Нино Бурджанадзе своим собственным эскортом задавила работника грузинского СБУ, кстати. Вы, наверное, ваши друзья в Грузии не сказали до конца, что там произошло. А кто такая Нина Бурджанадзе, зайдите в интернет, имя и Шановні фамилия. панове, Да. у нас обмежений ефірний час, тому ми зараз Я просто я не дам вам возможность Пане тиражировать Давіде, ложь пане и брехню Вікторе, просто. будь ласка, Ви можете ознайомитися зі статтею Єфрема Лукацького на сайті обозріватель. Пане Вікторе, пане Давіде, ми На маємо помоечном обмежений сайте, ефірний час. который Будь также ласка. работает на заказухе администрации президента. Ми почули думки обох сторін, і кожен залишається при своїй думці зараз. Пане, Помоечные, заказные Пане сайты, Давиде, как обозреватель, я- я не читаю и не собираюсь читать. я перепрошую, дякую дуже. Політолог Віктор Уколов Удивительно. був з нами на прямому Президентский зв'язку. политолог Виктор Уколов не комментирует вообще это уголовное дело, на котором пиарится президент, который он сам его пишет, например. Почему в деле военного переворота или государственного переворота? Нет, раз меня пригласили, я закончу свою мысль. Тогда нет смысла моего нахождения в студии. Почему по попытке государственного переворота применяется мера или пресечения, или уголовная ответственность, депортация административная? Пускай Луценко ответит на этот вопрос. Почему этих ребят хотя бы не допросили? Водителя Саакашвили, которого оставили без своей семьи, отсоединили. У него украинка жена и 5-месячный ребенок, который у него остался. Он 20 лет прожил в Украине, кстати. И у него аннулировали посвидку и депортировали спецрейсом в Грузию. Пускай ответит на это Юрий Луценко. Почему не отвечает? Почему они поставили бойца МИЧа, когда возбудили уголовное дело, якобы он закупал автоматы и гранатометы, почему он не расследует, как работники СБУ на него давили, чтобы он дал ложные показания против меня? Юра, почему тебя это не интересует? Вот мне интересно. У тебя вообще осталась совесть какая-нибудь? Я хочу поставити вам ще одне важливе питання. Якраз ви зараз говорили про генерального прокурора. От Юрій Луценко заявив про те, що мітинг під Верховною Радою фінансується з-за кордону. Будь ласка. Юрий Луценко сегодня нес политическую, опять же повторю, юридическую кашу, где я сам не разобрался, так же, как и все остальные, кто это слушал, например, да, не говоря уже о юристах. Человек говорит, что что-то финансируется за кордоном, что Саакашвили, еще раз повторяю, как он это все сказал, Саакашвили 3 года назад приехал в Украину, создал, как оказывается, преступную организованную группу из своей охраны и водителя, 3 их было, этих ребят. Один Давид Маркишвили почему-то чудесным образом тренировал украинскую армию. Он создал тренинг-центр, когда у нас армии вообще не было, полковник грузинской армии, которого Юрий Луценко вместе с Порошенко депортировал, который тренировал наших бойцов, которые защищали тогда государство, Украину.
Об этом никто не помнит, кстати, к сожалению. Мітинг під Радою не фінансується за кордоном? Этот митинг, пойдемте и покажем, кто его финансирует. Приходят Кто? обычные люди, Кто? приходят обычные люди, приносят там продовольствие, приносят палатки, приносят одежду, приносят трава каждый день. Вот они финансируют этот митинг. Рух нових сил якісь дотації матеріальні дає для підтримки цієї акції протесту? Наши активисты на самофинансировании. Мы всегда это повторяем. И в центре, и в регионах. Наши активисты сами обеспечивают себя и едой, и волонтерствуют, и там, не знаю, там, наметами, и дровами, и все остальное. Там нет каких-то финансов, там не стоят небоскребы, и там нет каких-то величезных затрат. Хто ці люди? Хто вийшов? Ну от які самі люди, себе разные люди, посмотрите мой стрим. Пенсионеры, врачи, доктора, инженеры, няни и так далее. Они все на моем стриме, мы их снимаем, гордимся тем, что Киев выходит и поддерживает этих людей. Поэтому дешевые спекуляции, какими-то переворотами, какими-то гранатометами, какими-то автоматами и так далее. Ребята, другая страна, другая Украина, не надо этим спекулировать. Придите в себя. Оглянитесь вокруг, не смотрите только на клептократов, которые собираются в ЦК КПСС вокруг Порошенко сегодня. Поговорите с простым народом, что они об вас думают. Пан Закварлідзе, тобто ви хочете сказати, що у пенсіонерів, у лікарів є гроші на намети, на звукову техніку? Что значит лекарев есть гроши? Люди после Ви работы прекрасно знаєте, приезжают. який економічний рівень есть, наразі, які есть, пенсії, які есть на зарплатні дрова. Люди, є? потому что люди отчаянные. Во время Майдана такие же лекари приносили тогда и чай, и супы, и еду, и наметы, и так далее. И такие простые люди привели, к сожалению, к власти, или у них украли, то есть не приводили, у них украли победу у таких как раз людей, такие люди, которые сегодня сидели и аплодировали сегодня Луценко и Порошенко. Тобто вот победу Майдана украли как раз такие мародеры, к Для сожалению. того, щоб провести звукову апаратуру під Верховну Раду, за це так само платили просто люди, які вийшли на акцію протесту, так? Платили за то, что пронести, нет, они Ні, физически ну ви ж взяли розумієте, в руки. скільки це оренда коштує. Ми ж розуміємо, Ні. що це не 10 гривень, не 100. Вы знаете, что там произошло вообще? Два дня подряд, спасибо, что напомнили, кстати, эту тему, переодетый и переименованный в КОРД бывший Беркут по поручению, значит, киевской полиции Порошенко блокировал ввоз звуковой аппаратуры. К ним подошли обычные люди. Беркут оцепил, или КОРД, как сегодня он называется, оцепил, значит, машину звуковой аппаратуры и не пропускал, и не давал возможность людям физически высказаться. Поэтому акция протеста будет продолжаться, она будет усиливаться, несмотря на то, сколько уколовых или говорящих голов, или нанятых каких-то политтехнологов они будут выставлять на своих же телеканалах, Украина все равно победит. И с нами, и без нас. Не имеет значения, Сапарелидзе будет там стоять или не будет. Депортируют они тех ребят, которые учили тогда и обучали украинских военных, которые сейчас уже их самих могут обучать. Потому что это не поменяет смысл и честность и порядочность этого протеста. Потому что в воскресенье там будет 2 раза больше людей. И их Луценко уже с средовища и с окружения клептократов не сможет называть людьми, которые пытаются переделанными какими-то нарезными оружиями, оказывается, свергать Порошенко и новую власть. За що депортують ваших соратників? На вашу думку, які причини депортації? Чи не боїтеся депортації ви? Дуже коротко, прошу, у нас обмежений ефірний час. У меня может Порошенко сегодня забрать гражданство и, конечно, может сделать и пойти по беспределу, как поступают мафиози обычно и организованная преступная группа. Если они решили выбрать для себя своих шлях, я не могу это отрицать, потому что не знаю, что варится в их головах. После сегодняшнего, о чем говорил сегодня Луценко, я понимаю, что они готовы на все. Потому что ни юридической, ни политической логики у них нет. Но Янукович тоже был готов на все, и он плохо закончил. Поэтому, еще раз повторяю, и без Давида люди будут туда выходить, и без Михаила будут люди туда выходить, потому что украинцы не терпят такое унижение, украинцы не терпят справедливость, украинцы не терпят обман, который звучит, к сожалению, со всех телеэкранов, которые подчиняются тем же людям, которые сидели и аплодировали сегодня Луценко. Пане Давіде, ми маємо завершувати. Давід Сапарелідзе, представник Руху нових сил, був гостем моєї студії. Вже зовсім скоро у прямому ефірі телеканалу АТР «Заман». Дочекайтеся. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам лише хороших новин. До зустрічі.